Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы. Спортивный канал КТРК Спорт продолжает прямую трансляцию передачи «Арена». Мы начинаем новый сезон. Меня зовут Алмаз Раимжанов. Мы искренне вас приветствуем. У нас сегодня в гостях первые гости этого сезона. Я вас могу уже с этим поздравить. Елена Саклакова. Мы вас приветствуем. Елена у нас является основателем команды «Артфутбол» в Кыргызстане и также официальным представителем Международной ассоциации «Артфутбол» в нашей стране. Мы вас приветствуем. Добрый вечер. Также у нас сегодня в гостях, я думаю, все знают нашего замечательного артиста, заслуженного артиста Кыргызской Республики Адиль Чекилов. И также отмечу, что Адиль Чекилов является одним из самых опытных, наверное, артистов, потому что в этом году вот он уже во второй раз съездил на чемпионат мира среди артистов. Еще раз вам здравствуйте, мы вас приветствуем, рады видеть в нашей студии. Как ваше настроение? Давайте начнем. Отлично. Сразу поправь, третий раз. Третий раз. Да. Адиль у вас. Третий раз. Третий раз на чемпионат мира и один раз на чемпионате России. Россия, да. На чемпионат России. Отлично, отлично. Мы обязательно вообще узнаем, я думаю, нашим телезрителям интересно вообще для начала узнать, что такое артфутбол, да, расскажите нам историю. Ну, а перед началом хотелось бы узнать вот что. С чем у вас вообще ассоциируется осень? Потому что сегодня не первый день, сегодня второй день осени, тем не менее. Понедельник, 2 сентября. С чем ассоциируется осень? Начало нового сезона. Школьного, да. Да. А у вас, Адиль? Ну, у нас это той, в Той. хорошем смысле, да, вот, то есть у друзей, у родственников, туда-сюда. Ну и, конечно же, футбол, это У хороший нас, сезон. У нас у кыргызов принято приглашать заранее, за месяц, за два. Сколько примерно у вас намечается тоев? Ну, я, вот, честно говоря, я не езжу по тоям, я только езжу только исключительно к родственникам и друзьям. К родственникам и друзьям. Хорошо. То есть самые близкие, самые родные. Да, в основном, да. Часто вас просят спеть на мероприятиях? На мероприятиях, ну, это как положено, это... А вам не кажется, что вас специально зовут, чтобы сделать вечер красочным, и Адиль Чекилов плюс ко всему поздравит и споет? Такое, наверное, практикуется? Ну, это, да, часто используют меня, да. Ходите с гитарой? Когда или- как? Ну, это по желанию просто. Отлично. Ну, давайте теперь поговорим про артфутбол. Елена, вы основатель команды артфутбол. Можно будет рассказать подробно вообще историю возникновения в нашей стране, потому что ассоциация футбола у нас, во всяком случае, в Кыргызстане, это прежде всего ассоциация на международном уровне. Сборная Кыргызстана, которая выходит на международный уровень, играет только профессиональные футболисты, но откуда ни возьмись, особенно вот в этом году пошла большая информация в СМИ, что вот артисты Кыргызстана поехали в Москву, выиграли, поиграли, в общем, на чемпионате мира, писали во многих информационных источниках, и теперь уже многим стало интересно, что за артфутбол, как отбирается и вообще кто основатель. Пожалуйста. Ну, в Кыргызстан артфутбол пришел в 2015 году, Впервые. впервые в Кыргызстан. А вообще проект существует уже более 10 лет. Да. Пришел он из России, с Москвы. Это благотворительный проект, который создан под эгидой, под флагом добра. Во время проведения чемпионата мира по артфутболу проходит сбор денег на лечение тяжелобольных детей. Россия у нас основатель. Россия основатель. Все 10 чемпионатов мира в этом году, юбилейный был 10-й, да, если я не ошибаюсь? Все проходят в Москве. Все проходят в Москве. Да. То есть это проект, который создан под эгидой FIFA и УЕФА, то есть он имеет официальный статус. Традиционный большой футбол. Да. Плюс ко всему это 16 стран мира, то есть это 4×4. УЕФА и ФИФА поддерживают Да. Москву, российскую. Да, он проходит при поддержке FIFA и УЕФА. Судьи, кстати, да, тоже там. Судейский состав тот же самый, судейская бригада, которая обслуживает чемпионат мира по футболу, вот, который в Москве проходил, то есть это те же самые судьи. И плюс ко всему каждая страна показывает свою культуру и национальный концерт дает. Концерт. Вот, Да, кстати, часовой про национальный концерт. концерт. Давайте сначала обсудим концерт. Как примерно вообще проходит концерт вот других артистов? Мы с вами обязательно поговорим и узнаем, как выступили наши, как выступали наши
кыргызстанцы, а вот из-за рубежа. Адиль, вам вопрос. Были ли футболисты, артисты, которые вас очень сильно удивили своим талантом творческим? Ну, конечно, естественно, были. Дело в том, что там есть, допустим, представители, не обязательно, что они там певцы, музыканты, да, но есть режиссер, допустим, тот же Эмир Кустурица. Эмир Кустурица, Ну, известный да, он режиссер. сам, да, но он сам хороший музыкант. Хотя вот он в номинации был как кинорежиссер, да? Так. Но он приезжал со своей группой, и вот почти сколько мы ездили, да, всегда его видели. И такие обалденные концерты у него. И, кстати, народу очень много приходит. Так. А можно узнать про регламент вообще концерта? Можно просто пригласить профессиональных артистов, которые не поиграли, так скажем, в футбол, но при этом ставят концерт? Или есть какие-то Нет, рамки, правила? Есть строгий регламент. В составе команды известные артисты своей страны. Плюс это могут быть спортивные журналисты, тележурналисты, телеведущие, как вот вы в нашей команде, да, присоединились к нам. И по протоколу мы можем взять в команду 2 ветеранов из профессионального спорта, то есть профессиональных футболистов, да, 2 ветеранов. Отлично. Для того, чтобы нашим зрителям было понятно, что такое арт-футбол, мы специально подготовили для вас видеосюжет. Внимание, пожалуйста, на экран. Что такое арт-футбол? Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол», который был придуман и впервые проведен в России, стал одним из самых знаменитых мировых спортивно-музыкальных событий в поддержку идей доброты и гуманизма. Он проходит в рамках акции под флагом добра, цель которой – сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Идея проведения футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол» висела в воздухе с тех пор, как в 70-х и 80-х 20 века в разных странах стали появляться первые артистические команды. Однако все попытки воплотить ее в жизнь в разных масштабах и формах наталкивались на организационные и финансовые проблемы. В основе проекта понимание того, что футбол может стать поводом собрать вместе известных артистов из разных стран, которые не только бы встретились на футбольном поле, но и смогли бы продемонстрировать свое музыкальное мастерство. Благодарим за видеосюжет. Ну, а такой вот у нас футбол, артисты. Кто выступал в этом году из международных, так скажем, звезд, из России, из других стран? Кого вы запомнили, кто вас впечатлил? Ну, Кустурица традиционно со своей группой они давали концерт. Дмитрий Маликов в рамках классического концерта выступал. Томас Грациоза. Томас Грациоза, да, это «Золотой Это голос представитель Италии. Италии. Александр Маршал давал концерт. Потрясающе. То есть, очень много звезд. Отлично. Ну и про сборную мира, которая не относится ни к одной стране, но тем не менее там тоже собраны артисты. Как они туда попадают? Сборная мира — это берется по 1, по 2 исполнителя с каждой страны. Если не смогла приехать, так скажем, Просто их команда. очень много желающих принять участие. А по правилам стран. могут только 16. Да, по правилам только 16. Но арт-футбол вышел уже за рамки 16 стран. Очень много с других стран участников, кто хочет принять участие. Но они не могут поместиться уже в рамки 16, поэтому была создана команда сборная мира. Елена, вот вам такой вопрос, как к опытному организатору разных мероприятий. Никому не секрет, что организовывать данный чемпионат мира — это большие, так скажем, средства, вложения.
и мы знаем, что по большому счету вход, так сказать, свободный для всех зрителей, да, именно на Да, футбольные да. матчи. И на футбольные, и на концертные матчи. Для Вход везде свободный. чего, так сказать, Москве, да, вот российской стороне, так скажем, есть ли смысл устраивать такие вот события и тратить столько денег, вложений? Ну, артфутбол — это уникальный проект, в котором собраны три такие вещи, мне кажется, наиболее интересные людям. Это футбол, музыка и благотворительность. И с помощью звезд привлекается внимание все-таки общественности к Находятся каким-то спонсоры. проблемам, да, находятся спонсоры, и наши ребята своим участием, то есть вносят вклад свой посильный. Отлично. Ну, теперь, наконец, давайте поговорим и о нашей сборной Кыргызстана, которая впервые поехала в 2015, если я ошибаюсь, поправьте, Нет, правильно, в 2015. Адиль Чекилов тогда уже был и в качестве артиста, почетного гостя, и футболиста. Разница между, так скажем, составом, которое выступало в 2015, и составом, которое поехало в этом году. Есть ли по уровню, так скажем, мастерства для начала? Ну, я насчет мастерства сразу забегая вперед скажу, что вообще там полкоманды она и поехала в этом году. Полкоманды, а Которые поехали в 15. Да, остальных мы набирали. Ребята просто по- более сыгрались уже. Да. Потому что в 2015 году все-таки у нас было очень мало времени На подготовку. Да, на подготовку. Мы поздно получили приглашение, но тем не менее мы рискнули, выступили, принимая участие на фоне таких очень сильных команд в то время. Да. Мы играли с командой Казахстан, мы попали в самую сильную подгруппу. Это Казахстан, Великобритания, Германия, Корея. То есть это невероятно сильные команды были в 2015 году. Но, тем не менее, мы со всеми сыграли в ничью и заняли 11 место из 16. И В этом году, Нас получается, называют тоже немного хуже, 11 да? В этом году немного... да, зато у нас нас это- назвали тогда вот самой большой сенсацией вообще артфутбола, потому В что мы 15. в 2015 году, потому что практически за 3 недели была собрана команда, ребята вот насколько смогли сыгрались, и тем не менее, играя на одном поле с Германией, с Великобританией, мы сыграли со всеми ничего, это был очень хороший результат. Отлично. Ну и подготовка. В этом году и в 15-м тоже ездил Руслан Сыдыков. Я думаю, нет смысла представлять этого человека. Легендарный наш футболист, один из самых опытных был в Играющий национальном. тренер. Да, играющий тренер. Он непосредственно готовил команду. Как Адиль проходил тренировочный процесс? Традиционно. Каждый день. Каждый день. Традиционно. Ну, естественно, конечно, за свои средства. Никто не поддерживал, никто не помогал. Ну, ребята сами скидывались. Это Никто вот не что поддерживал в касается... плане поля, да? У Да. нас Ну это единственное, что? да. Имеется в виду вообще вот сам тренировочный процесс. Артистам было несложно, все-таки большинство артистов привыкли держать микрофон, Нет, гитару. дело Вот в том, что да, физические ну, какие-то функциональные подготовки, я имею в виду. конечно, кто-то менее подготовлен, кто-то хорошо Выступал играет, вот Оскар Султаналиев, Да, ему да. 63 года, мы все знаем. да. И, Да, да, да. как вот Мистер Оскар, кстати, в Москве очень хорошо себя показал, очень хорошо это как бы заявил о себе, и его запомнили. Произвел фурор Да, это своим наш незабываемым кыргызский тембром. Барри Уайт. Вот. И, кстати, вот насчет остальных музыкантов, певцов, да, ну, все трудились, старались, пытались, чтобы прийти в форму. Ну, потели, как говорится, старались. старались, да. Напомню, что выступали в этом году, кроме профессиональных двух футболистов в составе национальной сборной, артисты, актеры, представители шоу-бизнеса, режиссеры. Ну, в общем, можно этот сезон, этот год записать, так сказать, в актив. Ну и теперь еще один вопрос. Уровень вообще подготовки других команд, вот вы как непосредственные участники игры, как вы можете отметить другие команды? Другие команды очень хорошо, да?
подготовлены. Сильные, да. Но у Команда них чувств- Кореи, они традиционно Да, очень сильные. Корейцы, они, да, они всегда удивляют. своей Германия немножко, мне кажется, В была, этом году да, немножко слабее, слабее да. у них был состав, по крайней мере, по сравнению с 2015 годом. Но я как Из-за заметил- этого мы их и выиграли, да? Нет, просто у них ежегодно, да, меняется, как я заметил. Да, у них меняется. А у корейцев у них стабильная команда. Вот те, вот, кто приезжал в 2015, я половина помню, да? Я разговаривал с некоторыми участниками из других команд, из других национальных сборных, и со словаками, разговаривал с тренером сборной Беларуси, и практически каждый отметил, что большинство участников, так скажем, не всегда соблюдает регламент, и в команде присутствует очень много, ну не очень много, а достаточное количество, так скажем, экс-профессионалов. Вот, и насколько Лена, вот опять по организационной части, вот этот момент контролируется организаторами, и насколько это все происходит справедливо? Это очень жестко сейчас наказывается, дисциплинарная комиссия работает в этом направлении, и если выявляются такие факты, то команды дисквалифицируются. Как Румыния в прошлом году, она стала в прошлом чемпионом году. мира. А вот там выявили, нашли по видео. На 3 эти- года команду Румынии Да, дисквалифицировали. их- Сборная Казахстана выиграла чемпионат мира, и не знаю, насколько это правда, там вроде тоже ходили разговоры о том, что было... Ну, это на уровне разговоров, а Румыния это, да, подтвержденные факты, и решением дисциплинарной комиссии было принято. И статус чемпиона мира у Их них лишили отобрали. статуса чемпиона лишили. мира. Его в 2018 году никому не присудили, то есть они выиграли команду России. Россия этот статус не перешел, то есть было принято решение, что чемпиона нет в 2018 году, но Румынию просто дисквалифицировали на 3 аннулировали. года. Да. А еще такой вопрос, опять вот по организационной части, и мы сразу перейдем ко второму видеосюжету. В этом году буквально случился тоже небольшой, так скажем, инцидент. Сколько стран-участников имеет право вообще, так скажем, подавать заявки и Неограниченное количество. неограниченно? Да. 16 команд Да, участвует. оргкомитет, они сами уже решают, кто из команд, какая страна будет принимать участие. В каком-то году участвовали бразильцы, а в этом году их не было. Да, Хотя- в этом году не было Казахстана. Да, Казахстана не да. было. С Румынией понятно. То есть просто подают заявки, а как вообще российская сторона Какая-то смотрит? команда, Просто- может быть, по каким-то своим объективным причинам они не могут принимать участие. Как, допустим, в 2016-2017 году мы тоже не принимали участие. А за этим просто смотрят организаторы. Да. Отлично. Так, еще один видеосюжет. Здесь национальная сборная Кыргызстана играет со сборной Германии. Как назвали журналисты из России, один из самых эффектных и красивых матчей, интригующих. Сборная Кыргызстана проигрывала со счетом 0-3. А вот что случилось дальше, посмотрите в следующем видеосюжете.
вспомнили, да, наверное, Адиль, тот самый матч. Лена, можете в двух словах описать ваше состояние вот в тот день? Я помню, что был дождь, я помню, что вы очень сильно переживали практически каждый матч, но вот этот матч был, наверное, особенным, да? Что вы помните вообще по этой игре? На каждом чемпионате, когда я возвращаюсь домой, я просто приезжаю без голоса, потому что я его срываю на играх, я настолько болею, переживаю за своих ребят. И да, на самом деле матч был потрясающий. В этот день, накануне, в предыдущей игре у нас несколько ребят получили травмы, они не смогли выйти на поле. И по протоколу, значит, чемпионата мира Разрешается. за нас, да, может приглашать. выступить игрок другой команды как друг команды. То есть и за нас играли наши ребята, друзья с команды Израиля. То есть это Артисты. капитан, да, не артисты, это Мотис Виса, он известный актер, который снимается в Голливуде, и Давид, капитан команды Израиля. Они за нас вот играли, и благодаря, в общем-то, и их тоже Поддержка. очень большая заслуга, что, в общем-то, мы этот матч выиграли. Но очень хорошо, что четвертый гол все-таки забили 59-я наши. минута, да. Не 58-я, та самая знаменитая, Да-да-да-да. ставшая теперь уже Легендарная. фразой У нас коронной. говорят 59-я, Рахат Кабиров 59-я, забил. Это да. самый красивый гол. 59-я минута. Да, Та да, самая да. 59-я Да. минута. Кстати, именно после И этой игры нашего Бакатулу Бекназара израильтяне взяли, Да, пригласили пригласили тоже. да, Уже на как- свой как матч. друга, потом. как друга друга тоже команды в поддержать. другом матче, да, он тоже выступал. Ну это уже играл за похвально, такую. что Да, просят наших артистов, Из всей команды, да, они выбрали именно его, попросили, чтобы он... а он у нас За них еще и играл. кумузист. очень Он, да, да, он давно. потрясающий кумузист, командир. Отлично. Виртуозный. Мы с вами сейчас как раз, пока был видеосюжет, пообсуждали фильм кинорежиссера Мирлана Абдыкалыкова, и можно будет немного два слова про этот кинопоказ. Да, в рамках чемпионата мира артфутбол проходят в этом году, вот впервые он был кинопоказ, и у нас был заявлен фильм Мирлана Абдыкалыкова, фильм «Сютак», который в Карловых Варах в 2015 году взял специальный приз. Вот, и мы показывали, потому что Мирлан у нас в составе команды. И был концерт классической музыки, где тоже было заявлено два наших исполнителя. Это Марат Ибраев, И Игорь Воронцов. да, Игорь Воронцов. Игорь Воронцов. «Романсист». Увы, конечно, я очень извиняюсь, что мы не успели подготовить видеосюжет, который посвящен концерту, потому что концерт действительно был лично для меня фантастичным, вдохновляющим. Не потому, что были наши артисты, а действительно это чувствовалось в глазах зрителей, да, иностранцев, которые, может быть, не всегда понимали, про что поют кыргызские артисты, но при этом подтанцовывали, аплодировали. Адиль, вот вы как профессионал, вот теперь ответьте, пожалуйста, в чем в этом году был такой секрет такого успеха, да, именно в концертной программе, потому что мы взяли премию. Взяли золото в номинации «Лучшая концертная программа». Лучшая концертная программа сборной Кыргызстана по артфутболу в Москве в этом году. И Золото, да. Это Ну в чем по- секрет? по Секрет в оценке том, что коллег. ну вот подбор команды, артистов вот подбирали. чтобы- я имею в виду именно исполнение, творческое исполнение. Ну вообще вот людей подбирали же тоже. Это же половина команды у нас новая же, да? Людей, музыку, музыкальный ряд Поэтому- выставляли. И номинация это дается именно в составе жюри каждый день. Жюри, кстати, вот. Жюри это представители от каждой страны. Страны. И эти представители каждый день на каждом концерте они меняются. Нейтральные. Нейтральные, да. Да, То чтобы есть, это поэтому по оценке Объективное было по это оценке судейство. коллег со всего мира, то есть именно наша кыргызская программа была признана лучшей. Отлично. Ну, когда артисты признают артистов, я думаю, это самый настоящий Это наивысшая комплимент. похвала, да. Молодцы. Отлично. Пока есть еще возможность, хотелось бы поговорить. Совсем недавно был арт-футбол, но уже в нашей стране, буквально на прошлой неделе, да, сборная Кыргызстана играла 23 августа. со сборной России. Тоже несколько слов, в рамках чего была организована эта игра. Был матч на Кубок Российского центра науки и культуры в Кыргызстане. Мы играли с Канской авиабазой, с ребятами, С военными. с военными, да, военные летчики. И, ну, мы победили со счетом 5-2.
Да, этот матч был приурочен ко дню государственного флага России. Российского флага. Вот, и большая заслуга в организации этого всего мероприятия, это, конечно, Игорю Воронцову большой респект. За организацию такого матча. Да, конечно, Отлично. это же интересно после арт-футбола приехать и вот дальше продолжать, да, чтобы не терять навыки, как говорится, не терять Чтобы не форму, терять да. соревновательный Да, дух, я поддерживать думаю, в форме. Я думаю, у Игоря хорошие эти организаторские способности. Я думаю, он еще там что-нибудь предложит И организует. и организует. Отлично. Впереди совсем скоро у нас будет подборка фотографий из команды нашей национальной сборной среди артистов. Будет возможность посмотреть на всех. И я уверен, что наши зрители обязательно увидят своих любимцев эстрады, потому что там среди артистов есть и ребята из группы Инсан, очень много артистов, оперных певцов, и будет возможность на них посмотреть. Лена, вам еще один такой вопрос. Дальше, так скажем, вот арт-футбол, какие планы вообще на будущее? Ну, мы надеемся принять участие в чемпионате России, который будет в декабре, также в Москве. И в чемпионате, который... Это уже в этом году? Да, в этом году, в декабре. Мне уже готовится. И также мы надеемся, что все-таки мы получим путевку в 2020 году на чемпионат мира. Чем отличается российский чемпионат от чемпионата мира? Там по организации? Чемпионат мира — это со всего мира. Команды приезжают с разных стран, а чемпионат России — это с регионов российских. С российских Да, регионов? российских регионов. А сборная наша, как небольшой А она в сборной, в дружеский составе регион? сборной мира. В составе сборной Да. мира. То есть 2 участника с нашей команды поедут в составе сборной мира принять участие в чемпионате России. Отлично. Ну а теперь внимание, пожалуйста, на экран. Будет возможность посмотреть на своих любимых артистов и увидеть, кто занимается спортом, кто как играет. Внимание, пожалуйста, на экран. Вот такие замечательные фотографии, слайд-шоу. Приятно, да, вспомнить вот эти вот эмоции, которые были пережиты, они вновь, так скажем, немного так щупают, и можно вспомнить то, что происходило. Адиль, кроме футбола, что вам больше всего нравится вот в арт-футболе? В арт-футболе, ну, это общение. То, что вам запомнилось? Да, запомнилось много что. Ну, Эмоция, да, была, когда мы в 2015 году приехали впервые принимать участие в арт-футболе, и из других стран все смотрят, и Кыргызстан, вот Кыргызстан, вообще, ребята, где вы находитесь? То есть иностранцы, они даже название страны очень многие не знали. И когда буквально на игре с Германией, да, Адиль, мы сыграли 2-2 в ничью, то есть для нас это была победа. Немцы плакали на поле, потому что для них это было поражение. Мы просто реально выпрыгивали из штанов от радости. И вот такой яркий момент, когда мы заходим в ресторан на ужин, и вдруг понимаем в какой-то момент, что со всех уголков, там огромный зал, где-то, наверное, человек на 500, может быть, да, и мы слышим на разных языках мира только одно слово — Кыргызстан. Я говорю, Откуда, что? Ребята, о нас говорят. То есть мы для них стали сенсацией именно в тот момент, когда мы победили. Ну, для нас эта победа была, да, ничья. Представляете, вот они гуглят и узнают, какое у нас небольшое население, что у нас есть озеро и так далее. Представляете, Для насколько них могли быть они для нас, удивлены? вот именно в этот момент они для нас открыли, мы стали для них интересны. И когда через 10 дней мы уже вылетали, возвращались домой в аэропорту Домодедово, уже в зоне ожидания, когда мы ждали посадку на рейс, у нас так совпала она с вылетом команды Израиля и Италии.
И мы вот идем, команда, да, и в какой-то момент мы слышим, как со всех сторон, с двух сторон нам кричат «Алга, Кыргызстан», и они бегут с нами обниматься. То есть сначала они даже не знали названия нашей страны, а тут они уже наши слова выучили, все, они уже за нас болели, они нас поддерживали. То есть, и, конечно, это такой вот дух общения, единения, это такая вот артфутбольная семья, когда у тебя во всем мире есть очень множество друзей, интересов, и мы с ними общаемся на протяжении всего года, переписываемся, делимся какими-то своими фото, видео, промежуточными матчами, результатами, болеем друг за друга. Вот это вот, наверное, уже его ничем не заменишь. А вот, Елена, вот вы являетесь официальным представителем, да, вот Международной ассоциации артфутбол. А вот я знаю, что вы также являетесь президентом Федерации Салбурун, да, если не ошибаюсь? Или... Нет, генеральным секретарем. Генеральным секретарем. Да. Это у нас уже... Салбурун — это кыргызский национальный вид спорта. Да, это уже, так скажем, национальный вид спорта, который вообще не имеет отношения к футболу. Откуда у вас, так скажем, любовь к этно-спортивным таким вот? Ну, я вхожу в состав оргкомитета Всемирных игр кочевников. И оттуда вот, ну это давно уже, я 6-й год уже с Федерацией Салбурун работаю. И давно уже. Параллельно совмещаете и с артфутболом? Параллельно с артфутболом, да. Ясно. Дома не жалуется, что вас не видят? Параллельно еще это удается совмещать с проектом Nomad Universe, который мы в этом году делали в Саудовской Аравии в марте месяце. Мы жили 3 месяца в пустыне. То есть, как бы, ну вот, да, удается совмещать. 3 месяца в пустыне? 3 месяца в пустыне, в Риаде, да. Интересная, очень увлекательная у вас жизнь. И не могу не спросить, а дома не жалуется, что мама не успевает, мама не успевает приготовить или... Мама успевает приготовить, поэтому стараюсь все успевать, чтобы в первую очередь, конечно, семья на первом месте, и чтобы семья не страдала от моих интересов. Поэтому семья важнее всего. Отлично. Ну, похвально это слышать, учитывая, сколько вы успеваете делать. У нас немного остается еще времени в эфире. Что касается, Адель, вашего творчества, тоже несколько слов. Какие планы творческие? Понятно, что вот впереди, дай бог, еще будет в Москве чемпионат мира, товарищеские встречи, к которым вы будете готовиться. А вот что касается творческой вашей карьеры, все-таки вы написали очень много интересных музыкальных композиций, у вас очень много слушателей и среди молодежи. Я уже не молчу про взрослое поколение, которое мы выросли на вашей музыке. Что из творческого, так скажем, от вас ожидать? Ну, в ближайшее время я вот беру творческий отпуск. Я хочу просто заняться своим здоровьем. Просто хочу как-то восстановиться. Вот. После тяжелых игр? Не только после тяжелых. Что делает Адель Чекилов после того, как очень сильно устает? Пусть это будет... Идет в карвинг-клуб, плавает, потом фитнес занятия, ну, укрепляя просто. Все-таки возраст это дает о себе знать. Ну и в ближайшее будущее, конечно, я займусь творчеством и буду радовать своих поклонников и друзей. Отлично. Тем более в Москве ждут ваши новые композиции инструментальные. Да. Инструментальная композиция, которая, кстати, очень понравилась зарубежным гостям, насколько я сам мог это заметить. Лена, ваши планы на будущее, ну и неужели среди многих, так скажем, частных каких-то предприятий не нашлось, так скажем, человека или кого-то, кто мог бы там поддержать вашу команду? Нет, почему? Нашлись. Не так много, как хотелось бы, да, но нашлись. Начиная с самой первой нашей поездки на чемпионат мира в 2015 году нас поддержал Биксер Спорт, он поверил в наш проект, в нашу команду, и до сих пор они с нами. Мы им очень благодарны, что они были первые, единственные, кто протянул нам руку помощи. Вот, Сергею в прошлом, Юрьевичу Сергей Юрьевич Быковский, большое спасибо, Большое и всей команде спасибо, да. Биксер Спорт. Самое сложное в вашей профессии, я имею в виду именно в организаторской части, были ли моменты, когда вот
ну все, ну не идет, ну, конечно, здесь не были. получается, тут что-то вот не сходится. Тем более футбол, спорт, особенно когда речь идет о творческих людях, это вдвойне сложнее. Бывали у вас моменты, когда вы хотели просто отпустить руки и сказать, а вот не хочу я, вот, ну все. Вот Ну, бывает бывали, по-женски просто. бывали, неоднократно бывали, но все равно ты понимаешь, что за тобой есть люди, которые тебе поверили, они от тебя ждут действий, ты не имеешь права просто быть слабой, потому что ждут. Потому что ждут, и потому что надо, и интересно, и ты уже, когда за тобой такое количество людей, ты не можешь их просто подвести, и, ну, как бы двигаешься дальше, конечно, и ребята, и команда все поддерживают, семья, самое главное, поддерживает. Ну вот, и вот в прошлом году нас поддержал аэропорт Манас, то есть уже у нас так спонсоры прибавляются. То есть, ну, проект на самом деле интересен, потому что в России он имеет очень большую популярность, и за команду России играет Аркадий Дворкович и Александр Новак. То есть там в плане политических деятелей он как бы такой. Из года в год имеет все отклик. больше и больше. Увы, эфирное время подходит к концу, и у вас есть возможность передать привет и попрощаться с нашими гостями. Адель, пожалуйста. Да, большой привет команде Артфутбол. Надеюсь, что у всех будет хорошая спортивная форма, и чтобы вы всегда радовали своим творчеством. Ну и не забывали ходить на тренировки. Самое главное. У нас будет Как я еще уже много. называл, Адель Чекилов у нас сердце команды. Да, Спасибо. у нас будет еще много поездок на чемпионаты мира в будущем, так что мы работаем в этом направлении, и ребята, артфутбол, KG, вы лучшие. И, Лена, вам тоже слово. Можете передать привет. Нашей команде большая благодарность. Спасибо всем, кто рядом с нами, кому интересен этот проект, кто нас поддерживает, кто в нас верит. Мы будем стараться оправдывать ваши ожидания. Елена Соклакова, основатель команды Артфутбол в Кыргызстане и заслуженный артист. Теперь мы уже, я думаю, все зрители знают, и спортсмен Адель Футболист. Чекилов. Я вас благодарю в нашей студии. Я с вами не прощаюсь, говорю до новых встреч и надеюсь, в следующий раз, когда вы придете, будете рассказывать, как съездили на чемпионат мира, ну или одержали и победили еще одну очередную какую-нибудь хорошую команду. Вам большое спасибо. Адель Чекилов, Елена Соклакова у нас сегодня были в гостях. Меня зовут Алмаз Раимжанов. До новых встреч.